активно начал рисовать. Крым он видел черно-белым, по рассказам отца и старым черно-белым открыткам Бахчисарая, которые хранились в семейном архиве. Не видя Крыма, я думал, что Крым такой черно-белый. Было мне 6 лет. В Средней Азии возвращались вечером из гостей. По дороге были тополя, и отец сказал: «Рамис, обрати внимание, это очень напоминает Крым». А настоящий Крым Рамис увидел, когда ему было 7 лет. Они посетили родные места родителей – Севастополь, Бахчисарай. А когда Рамис окончил 8 класс, семья переехала в Крым. Был 1975 год, разгар гонений на крымских татар в Крыму, когда прописка была практически невозможна. Дома в Крыму в это время крымским татарам не продавали. Им удалось найти и купить домик в глухом селе Дивное. Жизнь была очень тяжелой. В 1976 году Рамис поступил и успешно окончил Симферопольское художественное училище имени Николая Самокиша. Хотя учился он на отделении живописи, ему разрешили выполнить дипломную работу в графике. Она называлась «Путевые рисунки по историческим местам Крыма». Талантливый график Рамиз Нетовкин ограниченными художественными средствами мог показать и солнце, и зелень, и небо, то есть то, что казалось невозможно выразить без помощи красок. Все зависит от той линии, которая возникает в работе. Я сразу работаю тушью, не прикасаясь к карандашом. Тогда в работе очищается легкость и живость. Если тебе работа не интересна, она не будет интересна и зрителю. Во время службы в армии в Ленинграде у молодого художника появилась возможность познакомиться, изучить и копировать творения лучших мастеров мирового искусства в Эрмитаже, Русском музее, Академии художеств. В это время Рамис продолжал рисовать. У него прошло несколько персональных выставок. Основной темой его творчества был Крым. Он не просто любил Крым. Как рассказывал сам художник, там в депортации уже был болен родиной, Крымом. Когда возвратился в Крым, почувствовал, что это твое родное. С 1983 года Рамис Нетовкин участвовал в областных, республиканских, зарубежных выставках. В Крыму в нескольких городах прошло несколько его персональных выставок. В 1991 году вышел его альбом «Крым уходящий». Польская активистка Уршула Дорошевская во время пребывания в Крыму увидела этот альбом, который произвел на нее сильное впечатление, и организовала выставку Нетовкина в Польше. Потом последовали выставки в Эстонии, США, Турции. Ныне работы Рамиза Нетовкина хранятся в музеях и частных коллекциях различных стран. Для Рамиза Нетовкина каждый город Крыма, по его собственному признанию, имел свою легенду, свою метафору. Эти работы маэстро объединил в графические серии «Бахчисарай», «Гёзлев», «Харасу-Базар», «Алушта», «Гурзуф», «Ялта». В 30 лет, рассказывал художник, я изрисовал весь Крым. Где бы я ни был, у меня по листу есть.